Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Вольнёкском районе мужчину, обвиняемого в убийстве отца, направили в психиатрический стационар специализированного типа. По сообщению прокуратуры Якутии 31 декабря прошлого года во время совместного застолья со своими родственниками пьяный осужденный вступил в конфликт со своим отцом, в ходе которого повалил его на пол и не менее 14 раз ударил ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у мужчины есть признаки психического расстройства. По результатам рассмотрения уголовного дела судом с учетом мнения прокурора постановлено применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения. В Якутске полицейские по горячим следам раскрыли угон машины и кражу из гаража. В полицию обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что ночью неизвестный угнал ее машину и украл личное имущество общей стоимостью более 80 тысяч рублей. Полицейские установили ранее судимого за кражу 35-летнего мужчину. Подозреваемый рассказал, что проходил мимо частного гаража и решил украсть что-нибудь ценное. Взломав замок, он проник внутрь гаража, в котором находился автомобиль. Двери машины были не заперты, а ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый также украл из гаража норковую шубу, набор ключей, 2 лобовых стекла и музыкальный центр. Похищенный он погрузил в машину и уехал. По словам подозреваемого, похищенное он хотел продать, но не успел. В Якутске возбудили уголовные дела в отношении владельцев резиновых квартир. На основании материалов проверки участковых возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России» в отношении 41-летней владельцы квартиры и 38-летнего владельца частного дома. По сообщению МВД, подозреваемые заведомо знали, что иностранные граждане не будут проживать по заявленным адресам. За вознаграждение они оформили им фиктивную постановку на учет. Женщина подтвердила пребывание 17 иностранных граждан, а мужчина – 50. В Алданском районе должностное лицо, виновное в незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего гражданского служащего, привлечено к ответственности. Об этом сообщает прокуратура республики. В одно из образовательных учреждений района принят на работу сотрудник, ранее замещавший должность государственной гражданской службы. По сообщению прокуратуры, это противоречит федеральному закону о противодействии коррупции. Учреждение не сообщило в установленный законом срок бывшему работодателю о приеме его на работу. Прокуратура района возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел и согласился с позицией прокурора, признав должностное лицо виновным, и назначил наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей. В Нюрбинском районе прокуратура инициировала вопрос об ответственности лиц, виновных в ненадлежащем принятии мер по вывозу жидких бытовых отходов. Так, прокуратура провела проверку по обращению жителей города Нюрба о бездействии по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Установлено, что компания «Кристалл» не обеспечивала предоставление жильцам надлежащих услуг по обслуживанию многоквартирных жилых домов. В результате непринятия мер по откачке канализационных сборников на прилегающие к многоквартирным домам территории в течение длительного периода времени происходила утечка хозяйственно-фекальных вод. Прокурор района возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения постановлениями Нюрбинского комитета государственного экологического надзора руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическое лицо оштрафовано на 250 тысяч рублей. Кроме того, в целях устранения нарушений прокуратура района внесла в адрес руководителя управляющей компании представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений. В Якутске местного жителя оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает прокуратура региона. Установлено, что мужчина, имея судимость, в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и совершил поездку от 10 километров. Его действия были пресечены сотрудниками правопорядка, которые в ходе патрулирования заметили неровное движение машины. При проведении освидетельствования с помощью алкотестера установлена концентрация абсолютного этилового спирта 1,65 мг на литр. По решению суда мужчину оштрафовали и лишили прав на 2,5 года. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.